Всем добрый день! Мы находимся в селе Выльгард, и здесь мы делаем внутреннюю черновую отделку. Шикарно идет работа. Давайте, господа, все очень детально вам покажу. Проходим. И вот мы уже в доме. Здесь мы делали внутреннюю черновую базовую отделку. Сделали функциональные зоны. Сейчас более подробно все расскажу. Здесь у нас идет тамбурная зона. Видите, внутренние перегородки сделаны. В дальнейшем пойдет дверь. Прекрасно. Санузел. Тоже, видите, разделение в перегородках. Если здесь обычный гипс, здесь металлокаркас с влагостойким гипсом по периметру. Специальный влагостойкий гипс для ванн, для влажных помещений. Шик, шик. Идем дальше. Тоже внутренняя перегородка. Здесь обшивка стен идет огнеупорным гипсом, потому что здесь котельное помещение. Он даже вот цвет имеет такой красноватый. Огонь, ну чтобы для понимания ассоциативного ряда было. Стены идут, и стены здесь с усилением. Можно вот здесь обратить внимание, что идет каркас, металлокаркас, да, потом идет ОСП плита, а потом уже вот эта двенашка, ну гипс огнеупорный, потому что здесь будет много навесного оборудования, например, вот сзади. Это видно. Здесь уже повешен газовый котел, да, он на чем-то должен висеть, на чем-то мощном. И вот мы видим, скольки литровый, 200-литровый, да, бойлер косвенного нагрева, водонагреватель. Спокойно можно вешать на стену, нагрузку все выдержит. То есть здесь мощные стены, которые выдерживают большие нагрузки. Клево. Идем дальше. Лестничная площадка на второй этаж, мы туда еще поднимемся. И внутреннее помещение. Так как здесь ничего не будет навесного, стены просто идет металлокаркас и гипс. В данном случае в этой стороне у нас кухонный гарнитур, поэтому здесь мы сделали закладные, чтобы можно было повесить шкафы. Ну и заранее сделали вентиляцию, потому что здесь будет вытяжка и вывод воздуха. Прекрасно. Хочу отметить еще, что все закладные делали также под батареи, чтобы жестко все было. Здесь под батареи, под крепежи заранее установлены металлические элементы и деревянные бруски. То есть батарея тоже весит, и чтобы под своим весом она не давила и не ломала гипсокартон, потому что он идет в один слой. То есть там идут специально закладные. Металл плюс дерево. Это можно посмотреть. То есть в целом все ровно, все четко, все аккуратно. Ну, нравится. Мне самому нравится, думаю, нравится и вам. Класс, класс. То есть мы здесь сделали полы, мощные, клевые полы. В нашем стиле, видите, как все расчерчено, чтобы четко попасть в половые лаги. Утепление, стандартно 20 сантиметров. Фанерные полы. Делали стены. И шумоизолировали потолок по первому этажу. Четко. Также хочу отметить, что все внешние стены мы еще проклеивали. Это мало кто делает и часто задают вопрос, а нафига? Это было взято из технологии каркасного домостроения, чтобы минимизировать продувание стен, которое может быть, да, и минимизировать порчу утеплителя, который идет по наружным стенам, потому что влага, бытовая влага, она может выходить из дома и проникать в утеплитель. И чтобы вот эта бытовая влага, особенно в кухонной зоне, да, где-то там в ванных комнатах, не проникала резко в утеплитель и его не портила, мы делаем такой парабарьер. Заморачиваемся. Многие говорят, нафига, мы считаем нужно. Это не столь дорого, но дом строится на многие десятилетия, то есть каждая мелочь, она важна. Здесь четко выстроен каркас, четко, горизонталь, вертикаль, все четкое, усилены углы. Вот эти технологии вы можете посмотреть, как мы делали металлокаркас в стойке в предыдущих видео. Оно жестко, что здесь, жестко, что здесь. Вот угол. Я делаю гипсокартон, у меня жесткая основа, жесткий угол, следовательно, и он зафиксирован, он единый. Это не два разных элемента, он сшит. Этот угол сшит, вот здесь видно саморез, они сшиты. И, следовательно, у меня соединение жесткое, никак не разойдется. И обои не треснут, и штукатурка, шпаклевка, она не отойдет, не будет сыпаться вам, и обои не отойдут. Вот так. Вот так.
Еще добавлю, все угловые соединения у нас зафиксированы, чтобы не было никаких хождений, трений и ломаний стен, да, в углах. И по периметру, по потолку мы делали усиления, то есть закладные под натяжной потолок. То есть представляете, если вы это не сделаете, то к чему будете крепить натяжной потолок? Тоже учитывайте этот момент. Все. Гостиная шикарная, кухня-гостиная шикарная, лестничная площадка шикарная, котельная шикарная, санузел шикарен, тамбур прекрасен. Идем на второй этаж, посмотрим спальни. И пока я поднимаюсь, пару слов о пироге, да, нашего межэтажного перекрытия, которого особенно не видно. А вот здесь видно. У нас идет доска по низу прибитая с шагом примерно в 15 сантиметров, чтобы утеплитель вниз с пленками не упал. Потом идет специально пароизоляционная пленка, чтобы бытовые пары не проникали в тот утеплитель или шумоизоляционный материал. Потом как раз шумоизоляционный материал, там 15 сантиметров шумоизоляции. Потом опять пароизоляционная пленка. И все проклеено специальными клейкими лентами, чтобы загерметизировать нашу шумоизоляцию. Потом, как видим, фанерные лаги выровнены в идеал. И пошла фанера 21 или 18. Все сделали. Четко по лагам. Вот некий перфекционизм есть, что мы сначала чертим. Видите, черта карандаша идет. Я знаю, что здесь центр лаги. Это даже можно увидеть. Видите? Лага идет, то есть, чтобы сюда четко попасть, не куда-то в сторону, да, не в кривую, а четко в нее, мы сначала чертим, потом закручиваем. Тоже очень важно. Швы между листами есть на микродеформации, чтобы при хождении, мало ли даже где-то что-то заиграет, чтобы пол ваш не скрипел. Прекрасно. Все прекрасно. Вот эту еще комнату оцените. Наша работа на этом объекте была связана с утеплением полов, настилом фанеры и обшивкой стен гипсокартоном. Также сделали перегородки. Можете оценивать наш труд. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или сделать внутреннюю черновую отделку, обшить стены имитацией бруса или гипсокартоном, а также сделать внутреннюю отделку, например, сайдингом, смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. И наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите с радостью, все расскажем, все покажем, предоставим. И будем рады выполнить для вас эту работу также качественно, также ответственно. Все, до встречи на консультации. Давайте начнем путь к своей мечте всего лишь с консультацией. Она для вас будет очень полезна. Все, встречаемся на консультации. Пока-пока. До встречи.